Здравствуйте. Аркадий Гайдар, Павел Корчагин, Валерий Чкалов, молодогвардейцы Александр Матросов, Гастелло, Моресев, Гагарин и еще десятки героев, реальных и собирательных, литературных, сотни героев, на примере которых были воспитаны несколько поколений в нашей стране. Не знаю, остались ли эти примеры в современных учебниках, знают ли эти фамилии выпускники школ. Надеюсь, что да. Надеюсь, что слова поэтессы Ольги Бергольц «Никто не забыт, ничто не забыто» не стали дежурной фразой, написанной на тысячах мемориалах, посвященных памяти героев Великой Отечественной, и не стали также дежурно произносимыми на мероприятиях в честь Дня Победы. С другой стороны, может быть и хорошо, что больше стали думать не о военных подвигах, а о мирных достижениях, об успешности, благополучии. Но случилось так, что слова, которые очень часто произносили наши родители, деды, бабушки, снова стали очень остро актуальными. Мы настолько привыкли к этим словам, что перестали воспринимать их смысл, относились как к банальной стариковской фразе. «Лишь бы не было войны» эти слова. И вот теперь уже новые поколения уже по-новому воспринимают и произносят эту фразу. Кто-то решил убежать из страны. Такое тоже всегда было. В других, которых хочется надеяться намного больше, течет кровь героических предков, и побеждать это у них в генах. Познакомился с офицером запаса, президентом Федерации айкидо Республики Евгением Китаевым. Более 20 лет он тренирует детей, обучает не только боевому искусству, а еще и философии восточных единоборств. Упредить удар противника, уйти с линии нападения, использовать его энергию против него же. Ну, вроде бы офицер, тренер, патриот, каких много в нашей стране, слава богу. Но есть детали. Евгению Александровичу 74 года, и он вызвался добровольцем. Может подготавливать бойцов, может быть оператором беспилотников. Тем молодым людям, которые рванули через границу, когда объявили частичную мобилизацию, но о них можно сказать, что это предатели, по-другому не скажешь. Нельзя ни в коем случае на них равняться, с них брать пример. Пример надо брать с тех, кому сейчас и 40, и 50 лет, а они записываются, идут на фронт добровольцами. Вот с них брать надо пример. Еще раз повторяю, Родина в опасности. Ее надо защищать. Я обращаюсь ко всем членам Российского союза боевых искусств. В Российском союзе боевых искусств занимается более 4,5 миллионов человек. Это люди, которые владеют своим телом, своей силой духа, умеют пользоваться оружием, умеют постоять за себя, и каждый из них, почти каждый, владеет тем или иным видом рукопашного боя. Я обращаюсь к членам РСБИ. Если члены РСБИ придут на призывной пункт в качестве добровольцев, это будет огромная поддержка нашей армии. Если хотя бы человек 10-20 прислушается к этим словам, отзовутся на этот призыв, то значит и в нашей работе есть смысл. С вами был Зуфар Давлетшин. Всего доброго и мирного.